Наш выпуск продолжается. На этой неделе в Казани завершился 9-й международный фестиваль мусульманского кино. В этом году он вызвал небывалый зрительский ажиотаж. Некоторые особо усидчивые приходили на конкурсные и внеконкурсные показы с раннего утра, предусмотрительно прихватив с собой суп в термосе, треугольники и чай. Кстати, это навело на мысль устроителей праздника нравственного кино о дифференциации публики и ввода платных показов для того, чтобы не разрушать атмосферу фестиваля. Но это все в будущем. А о том, что запомнилось особо, в итоговом материале Дмитрия Пивоварова. Переход в иное качественное состояние и ожидание чего-то доселе невиданного и не вписываемого в понятие стереотипа, масса внеконкурсных открытий и целые географические находки в мировой киноиндустрии определили лицо фестиваля этого года. По словам председателя жюри Карена Шахназарова, это лицо, которое может быть и лицом Сан-Себастьяна или Берлинского кинофестиваля, например. Мне кажется, что это действительно дает довольно широкую панораму вообще культурной жизни стран и народов, в которых ислам превалирует. И в этом смысле это очень интересен с этой точки зрения взгляд, хотя в этом нету никакого религиозного оттенка, но вот человеческая жизнь представлена очень богато в этом смысле. Известный российский кинокритик и знаток мирового кинопроцесса, бывающий на мировых кинофорумах Сергей Лаврентьев, работал в качестве главного отборщика фильмов не впервые. Из программы заявок все же были удалены некоторые киноистории. Была такая любопытная картина Пакистана, там еще там много тоже продукции про девушку-трансвестита. Она была неплохо сделана. Нур, по-моему, она называлась. Она была сделана неплохо, и поэтому вот это мне было просто жалко, что она была оценена, но я понимал, что это все равно будет оценено не мною. А так вообще нет. Отсев проходил главным образом по двум другим причинам. Во-первых, по художественной причине. Просто было много картин откровенно слабых. Много. И вторая причина, были картины некоторые просто замечательные, но они были 10-го года производства. Гости светских мероприятий, разношерстные в своих кино и театральных пристрастиях и в профессиональной востребованности, были чрезвычайно политкорректны. Особо усидчивые искали своих предков и здесь. Я давно знала, что моя фамилия татарская, а стали раскапывать и раскопали, что в XVI веке жил Кучук Мурза Талгат-Дызин. Он принял православие в XVI веке. Но это, ребята, как дело каждого, кто что хочет. И стал Иаковом Талызиным. Поэтому я думаю, что все Талызины в России произошли от этого товарища Мурзы Кучук Талгат-Дызин. Наша землячка Чулпан Хаматова так и не стала главной почетной гостьей фестиваля мусульманского кино не в первый раз. В этом году плотная загрузка в Театре наций и работа над новой ролью не совпали со сроками проведения фестиваля. Брат актрисы Шамиль отлучился из Театра «Современник», чтобы поддержать атмосферу праздника кино. Истории, рассказанные в рамках фестиваля, это в первую очередь, выражаясь кинематографическим термином, жизнь врасплох и правда жизни, работающая в определенных эстетических рамках. Иранскому кино не пришлось доказывать свою чрезвычайную востребованность и фестивальный мировой уровень. Несколько призов уехали из Казани и в этот раз. Турция предстала не роскошной дворцовой красотой, а почти что впитавшей традиции итальянского неореализма. Все смешалось в доме Облонских. В присутствии выдающегося польского режиссера Кшиштофа Занусси, кинувшего ростки своего наследия и в землю, где рождаются талантливые работы, знак качества любого фестиваля. Автор известных в эпоху двойной морали социализма психологических драм открыл для себя и одну нашу землячку. Мои последние для меня открытия, мои последние картины «Народное тело» выступила татаринка Чулпан Хаматова. А это великая актриса, я бы ее привожу до этого списка самых великих, с которыми мне удалось работать. Как Мария Кристин Баро, как Макс фон Седов, как Гасман, как Никита Михалков. Я почувствовал такую же самую величину, хотя она у меня сыграла относительно небольшую роль, но как сыграла.
Что будет на 10-м фестивале, пока неизвестно. Главный вывод этого года – он обрел уверенность и авторитет. Языком кино можно рассказать о простых вещах, без дополнительных экзерсисов и киноэкспансии отдельно взятой киностраны. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, Дмитрий Ермаков, телеканал «Эфир». На Казанском фестивале за его 9-летнюю историю много известных гостей и участников побывало. От Катрин Денев до Алексея Воробьева. А сегодня в гостях у Сергея Шерстнева в теме председатель жюри фестиваля мусульманского кино, режиссер, которому не смог отказать сам Малькольм Макдоуэлл. Автор фильмов, на котором выросло не одно поколение кинозрителей – Карен Шахназаров.